Спортивное мероприятие «Абхазский рубеж» проходит в Абхазии. Здесь присутствуют две полосы. Можно посоревноваться как в команде, так и по одному. Несмотря на погодные условия, каждый участник заряжен на положительные эмоции и хороший результат. Трасса с более 20 элементами, для прохождения которых необходимы навыки ловкости, выносливости и силы. Теперь у всех желающих есть возможность испытать свои силы, а также приобщаться к здоровому образу жизни. Новая спортивная площадка появилась в районе станции Киласур. Создана она при поддержке правительства Абхазии и российских общественных организаций. Президент Абхазии Бадрагунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили соревнования и пообщались с участниками. Когда началась строиться площадка, все дети и перемену, и все уроки, практически где были в свободное время, находились на площадке. Мы с ними прошли, протестировали, посмотрела, что нужно сильную команду собрать. И сейчас тройка лидеров – это наши школьники. Да, серьезно? Да, с нашей школы тройка лидеров, да, 14-17. Ну, 2 дня готовятся к соревнованиям. Они с момента стройки начали. У нас есть уникальная возможность здесь тренироваться постоянно, поэтому очень благодарны вам за такой проект. Состязание «Абхазский рубеж» проводится впервые в Абхазии. Мероприятие собрало более 200 участников. Им предстояло пройти более 20 препятствий и продемонстрировать ловкость, выносливость и силу. Я решил участвовать, потому что, чтобы себя проверить, свои силы проверить. И еще это первый рубеж, то, что здесь у нас в Абхазии сделали. Здесь еще мои товарищи будут соревноваться. Мы как команда будем выступать в конце. Надеюсь, без травм, и всем удачи. В программе также открытые тренировки и показательные выступления. Возможность попробовать свои силы вне зачета. Уникальная полоса препятствий располагает длиной 300 метров. Данный комплекс сертифицирован под мировые стандарты, то есть чемпионаты мира по гонкам с препятствиями. Идея создания гонки с препятствиями «Абхазский рубеж» принадлежит команде Абхазии. Проект реализован при поддержке российских общественных организаций «Народный фронт за Россию» и движения «Здоровое Отечество». Проведение такого прекрасного мероприятия родилось в сообществе команды Абхазии. Далее эта идея была предложена, презентована. Наши друзья из Народного фронта ее поддержали. Наши друзья из Фонда Здорового Отечества ее поддержали. Поддержало огромное количество людей из разных спортивных сообществ Российской Федерации и Республики Абхазия. Я хочу нас всех поздравить с тем, что у нас в Абхазии появится трасса международного уровня фестивалю «Абхазский рубеж» быть. Погодные условия усложнили прохождение дистанции, но не остановили участников. Спортсмены 4 возрастных категорий могли попробовать свои силы в прохождении полосы препятствий. Очередной такой красивый жест со стороны Российской Федерации в сторону братской Абхазии. Мы всегда помогаем нашему братскому народу, и здесь решили подарить Абхазии вот такой замечательный спортивный комплекс, который останется здесь. И, естественно, просто поставить и уехать было бы неправильно, поэтому возникла идея провести прямо вот классный такой большой фестиваль, показать, как это работает. Очень заряженные ребята, они прям мотивированы, подходят, спрашивают, как проходить это препятствие, как это. Видно, что они прям настроены побеждать. Это очень здорово. Если сравнивать с соревновательными трассами, то, во-первых, эта трасса гораздо длиннее, около 230 метров, если я не ошибаюсь. Ну и уровень подготовки требующий тоже. Особенно в таких погодных условиях нужно знать технику, безусловно. Данный проект объединяет спортивные состязания с культурной программой и призван способствовать развитию внутреннего туризма в республике вне пикового сезона. Я уверен, что мы не ограничимся только сегодняшним фестивалем. Да, эта трасса по-настоящему станет такой точкой притяжения для того, чтобы мы с вами здесь как можно чаще собирались, тренировались, проводили время с друзьями, товарищами. А ведь не просто так мы называемся, да, команда Абхазии. Вот, это действительно очень многое заложено в эти слова. Поэтому еще раз вам удачи, победит сильнейший. После завершения фестиваля площадка станет доступна для всех желающих. Айлита Арутюнян, Алексей Агухава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.